Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, в которой, в частности, говорится: «Уважаемый господин председатель, с наилучшими пожеланиями от имени правительства и народа Таджикистана, а также лично от своего имени, сердечно поздравляю вас и дружественный китайский народ по случаю празднования знаменательной исторической даты 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики. За этот период Китайская Народная Республика, достигнув огромного прогресса в различных сферах политического, социально-экономического и научно-технического развития, завоевала высокий авторитет на международной арене. Эти грандиозные достижения, конечно же, являются результатом титанического труда всего народа Китая и его политического руководства. Мы радуемся этим успехам своего великого, доброго и надежного соседа и считаем, что они являются прочной основой для дальнейшего динамичного развития нашего межгосударственного сотрудничества во всех сферах. Таджикская сторона всегда заинтересована в укреплении и расширении традиций тесной дружбы и всесторонних стратегических отношений с Китайской Народной Республикой. Убежден, что последовательная реализация результатов переговоров и встреч на высшем уровне, которые имели место в ходе вашего государственного визита в Таджикистан, придаст новый импульс этому плодотворному процессу, поднимая отношения двух стран на новые высоты в соответствии с коренными интересами сторон. Искренне поздравляю вас с славным праздником, 70-летием образования Китайской Народной Республики. Желаю вам, уважаемый друг, крепкого здоровья и новых успехов в вашей государственной деятельности, а дружественному народу Китая незыблемого мира и устойчивого прогресса. В Таджикистане 1 октября начался осенний призыв на воинскую службу. В честь новобранцев по всей стране проводятся мероприятия, на которых добровольцы проходят ритуал вступления в ряды вооруженных сил. Согласно Конституции Республики Таджикистан, служение Родине и укрепление независимости и оборонного потенциала страны является долгом каждого гражданина. Служба в рядах вооруженных сил является школой мужества. Молодежь именно на этом этапе жизни постигает такие понятия, как служение Родине, и получает незабываемые уроки мужества, отваги и преданности. Ответственные лица Министерства обороны отмечают, что в последние годы призывники идут служить в армию добровольно, и что план призыва в ряды вооруженных сил выполняется досрочно. В честь призывников по всей стране проводятся мероприятия, на которых уже отслужившие военные демонстрируют свои навыки и мастерство. Данные мероприятия показывают возможность качественного военного патриотического воспитания и поощрения молодежи добровольно поступающие в ряды вооруженных сил, ведь чтобы противостоять внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошего обученных профессионалов, добровольно соглашаются служить своему Отечеству. В Душанбе начали перерабатывать и расфасовывать свыше 30 видов лекарственных растений. В настоящее время из них перерабатывается 15 видов. 28 сентября в Государственном учреждении научно-исследовательский центр фармацевтики Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан открылось предприятие по производству медицинских препаратов и обработке лекарственных трав. За годы государственной независимости для развития сектора здравоохранения и представления населению качественных медицинских услуг в городах и районах республиканского подчинения были соорудированы и сданы в эксплуатацию ряд современных медицинских учреждений и центров здоровья. В данном контексте в научно-исследовательском центре фармакологии Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан начало свою деятельность предприятие по изготовлению и переработке медикаментов, состоящих из лечебных трав природного происхождения. В период независимости Республики Таджикистан особое внимание уделяется защите и улучшению социального положения населения в целях снижения уровня материнской и детской смертности и профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, ежегодно разрабатывается и реализуется ряд государственных программ. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, не раз в своих выступлениях говорил о прогрессе в области здравоохранения, создании новых современных медицинских учреждений и тем самым обеспечить структуру квалифицированными специалистами. Именно с помощью квалифицированных специалистов зависит будущее развитие данного сектора в целом. Нужно отметить, что в данном предприятии собраны более 30 наименований целебных растений, где из вышеуказанных 15 видов вырабатывается для медикаментов. По словам ответственных лиц, для своевременного исследования лекарственных средств предприятие оснащено современными технологическими оборудованиями, отвечающими международными стандартами качества.
Последние годы популярность народной медицины неумолимо растет, так как современный человек все еще обращается к природе для решения проблем, связанных со здоровьем. Еще Гиппократ говорил, что медицина – это искусство подражания природе. Лечение с помощью народной медицины с давних времен славится как эффективный способ возвращения сил и здоровья человеку. Рецепты народной медицины, основанные на лечебных свойствах различных трав, помогают избавиться от многих заболеваний. Мудрость веков, собранная в золотых рецептах народной медицины, это возможность излечиться от большинства известных недугов с помощью простых и доступных ингредиентов. Ну и последнее о спорте. В Центральном республиканском стадионе в Душанбе завтра, 2 октября, стартует отборочный турнир чемпионата Азии 2020 среди молодежных сборных до 19 лет в группе «С». За путевку в финальную часть азиатского первенства будут бороться молодежные сборные Таджикистана, Сирии, Ливана и Мальдив. В преддверии старта отборочного цикла в группе «С» сегодня состоялось традиционное предтурнирное совещание. На совещании были утверждены цвета игровых форм, в которых команды проведут свои отборочные матчи. Все 3 встречи отборочного раунда чемпионата Азии 2020 молодежная сборная Таджикистана проведет в белой форме. В стартовом туре 2 октября подопечные Зайниддина Рахимова сыграют со сверстниками из Мальдив. Эта встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 19:00 часов. В Худжанде пройдут международные соревнования по дзюдо на призы президента Таджикистана. Церемония открытия 7-го по счету турнира состоится 2 октября. Международный турнир инициирован Федерацией дзюдо Таджикистана и Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистана. В рамках состязаний дзюдоисты будут соревноваться в 7 весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов. Ожидается, что в турнире примут участие более 250 спортсменов из России, Таджикистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Победители и призеры получат денежные призы, медали и дипломы. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.